Кавказской туземной, или как ее называют дикой дивизии, летом следующего года исполняется 100 лет. В состав одной из частей русской императорской армии, сформированной в августе 1914 года, вошел Ингушский конный полк. Он был единственным в дивизии, выступавшим со своим знаменем Георгиевским штандартом, заслуженным ингушским конно- и регулярным дивизионом за участие в русско-турецкой войне 1877 и 1878 годов. Где сейчас находится его оригинал, неизвестно, а вот копия этого штандарта в настоящее время хранится в Магасе. Здесь изображен, герб Царской империи, двуглавый орел, вот корона. В середине июля 1916 года Ингушский полк получил задание провести разведку в тылах австрийцев и неожиданно нарвался на железную дивизию Кайзера. Лучшие воинские части, наводившие страх на врагов, были переброшены из Франции и теперь разворачивались против Ингушского полка. Горцы, не дожидаясь приказа командиров, бросились в лобовую атаку. Через 1,5 часа гордость немецкого командования железная дивизия была разгромлена. Внутренняя организация, национальный состав и дух воинского братства Ингушского полка до сих пор служат ярким примером мужества и отваги, верности присяге, долгу и боевому товариществу. Каждый военный хорошо понимал, что за его действиями стоят честь и репутация родной семьи, его фамилии и целого рода. Ингуши были прирожденными воинами, да, и многие, скажем так, современники этого периода, участники Первой мировой войны в последующем в своих воспоминаниях отмечали и говорили, что в принципе это люди, которые были прирожденными воинами, да, они на уровне инстинкта усваивали военную дисциплину, хорошо знали, скажем так, основу боевого дела и в военной кампании всегда действовали мужественно, храбро и самоотверженно. Один только внешний вид вооруженных всадников приводил врагов в ужас. Даже в походе дикая дивизия сильно отличалась от остальных. В посадке, в манере держаться в седле и даже в вооружении чувствовалось мужество всадников. Каждый из них носил кинжал или винтовку не по государственным законам, а по горскому обычаю. Впрочем, это не единственное, чем горцы отличались от других царских полков. Кавказцы никогда не обращались к командирам на «вы». Исключением в этом не был даже великий князь Михаил Александрович, командир дикой дивизии. Причем в глазах самих офицеров это нисколько не умаляло их авторитет. Анатолий Марков, который служил в Ингушском конном полку, в своих воспоминаниях, он потом в последующем напишет, что вот, конечно, дисциплина была совершенно иной. Почему? Потому что всадники, это нижние чины полков дивизий, совершенно спокойно могли обращаться к высшему офицерству, обращались на «ты», поскольку это было у них принято. Но при этом это ни в коей мере не отражалось на атмосфере, которая царила в полку, на боеспособности, тем более на том, как они исполняли свои боевые задачи, возложенные на них. Поскольку сама дивизия, конечно, отличалась, то неудивительно, что и, скажем так, дисциплина здесь имела какую-то свою особую окраску, и сама дивизия, и многие это отвечают, имела какой-то особый колорит. В начале 1918 года кавказские полки были расформированы, но память о том, как горцы вместе сражались и защищали родную землю, служили мужественно и с честью, жива до сих пор. К сожалению, лучшего качества мы не смогли найти, но я надеюсь, что я смогу отыскать тех наших швей-мастериц, которые бы вот из этого произведения, из этого баннера сделали бы настоящий, восстановили по этому эскизу вот этот флаг, и мы бы этот флаг, конечно, бы использовали на всех наших мероприятиях, которые мы сейчас планируем провести в течение этого года. Мадина Пугоева, Магаз 24.